Привет. Это квантовая механика и Евангелие. Как вы определяете молитву? Вы думали, что это просто проявление отчаянного желания чего-то добиться? Библия говорит нам, что молитва обладает силой, превосходящей эту силу. Это сила творения. Сегодня посредством молитвы, дышащей словом, принося в нашу жизнь удивительные чудеса, давайте раскроем секреты духовной науки. Бог сотворил всю Вселенную словами. В Евангелии от Иоанна 11 сказано: «В начале было Слово». В начале было Слово, и Слово было с Богом. Это Слово Бог, заявляет он. Это потому, что все сущее голос Божий. Это значит, что оно существует и движется в ответ на его частоты. Эта удивительная созидательная энергия по-прежнему пронизывает все сущее во Вселенной. Кроме того, Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Он повелел им покорить мир. Изначально люди были созданы как существа, которые управляют миром. Так чем же мы будем править? Это слова. Наши слова обладают силой созидать и разрушать. Но почему мы чаще сталкиваемся с последствиями разрушительных слов, чем созидательных? Это происходит из-за интерференционных волн, исходящих непосредственно из мозга. В Библии сказано: «Ибо от избытка сердца говорят уста». Наши слова — это не просто звуки, исходящие из наших губ. Это результат интеграции мыслей, эмоций и воли. Чтобы произнести слова истинного творения, мы должны овладеть своим бессознательным. Даже если вы внешне говорите только хорошее, если в вашем подсознании таятся тревога и страх, эти отрицательные частоты создают шум и притягивают нежелательные последствия. Это как радиоприемник, который работает не на нужной частоте. Это как слышать шум. Единственный ключ к контролю над этим бессознательным состоянием – это дыхание. Автономная нервная система нашего организма не может контролироваться волей. Единственным физическим путем, открывающим эту дверь, становится только дыхание. Вот две эффективные практики. Во-первых, существует метод регулирования дыхания путем коррекции мышления. Сделайте глубокий вдох через нос, сделайте паузу на мгновение, чтобы собраться с силами. Речь идет о медленном выдохе и правильном выборе мыслей. Во-вторых, дыхательная методика Гарварда 4-7-8. Делая глубокий выдох и активируя парасимпатическую нервную систему, мозговые волны преобразуются в альфа-волны, и человек слышит Слово Божье. Это становится оптимальной почвой для посадки растений непосредственно в подсознание. Этот принцип был также непосредственно продемонстрирован воскресшим Иисусом своим ученикам. Иисус снова сказал: «Мир вам! Как Отец послал меня, так и я посылаю вас». Сказав это, Он дунул на них и сказал им: «Примите Святого Духа». После воскресения Иисус явился своим испуганным ученикам. Сначала Он сказал: «Да будет мир». Это делается для того, чтобы успокоить встревоженную вегетативную нервную систему, отрегулировать частоту приема. Затем Он дунул на своих учеников и сказал: «Примите Святого Духа». Это сочетание физического дыхания и творческих слов. Состояние тайных учеников, которых Иисус изгнал, это стало средством, которое приводило парасимпатическую нервную систему в спокойное состояние. В этом бессознательном пространстве примите Святого Духа. Эти слова глубоко запали в душу и оставили глубокий след. Мы дышим не просто для того, чтобы снабжать организм кислородом. Дыхание воскресения, которое Иисус изверг в этот самый момент, это процесс сонастройки с моим дыханием. Основные принципы дыхания при разговоре – это выравнивание частоты и резонанс. Квантовая механика не изучает фиксированную материю. Было обнаружено, что это энергия, вибрирующая на определенной частоте. Слово Божье – это самая высокая и совершенная частота во Вселенной. Когда мы представляем себе смысл слова и размышляем над ним в мирном состоянии, наше сознание точно совпадает с частотой слова. Словно настроившись на радиостанцию, наши души – это находится в полном соответствии со Словом Божьим. Заключительные этапы представить и заявить. Согласно квантовой механике, все остается неизменным до тех пор, пока мы это не наблюдаем. Оно существует как квантовое состояние, в котором накладываются друг на друга бесчисленные возможности. То есть оно находится в состоянии волны потенциала, которая еще не реализована. Когда мы представляем и созерцаем верой состояние, которое уже совершено в Слове Божьем, возможности, существовавшие подобно волнам. Творение происходит, когда нечто определяется как конкретная частица реальности.
В этом и заключается главная суть молитвы, основанной на дыхании. Речевая система дыхания состоит из 3 этапов. Сначала прочтите слово, прочитайте вслух подходящий библейский стих. Во-вторых, сделайте глубокий вдох и представьте, как ваша молитва получает ответ. В-третьих, мы выражаем свой ответ, задавая вопросы, провозглашая свои убеждения и благодаря. Когда мы молимся, провозглашаем и благодарим, то, на что мы надеемся, исполнится. Когда мы дышим и погружаемся в Слово, это не просто медитация. Это священный акт творения, который переносит невидимый мир в видимый мир. Словосочетание «духовная молитва» — это слово Иисуса, дыхание Иисуса. Речь идет о том, чтобы синхронизировать наше дыхание с нашими молитвами. Пожалуйста, прямо сейчас настройтесь на частоту слова, предназначенную именно вам. Ваша жизнь начнет меняться. До сих пор это было квантовой теорией и истиной в последней инстанции.